Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР, в эфире Прайм Мацарский, и я, Юрий Мацарский, пришел, как обычно, для того, чтобы рассказать вам обо всем важном, интересном или забавном из того, что происходило за последние дни в мире. Начать сегодня хочу с Чехии, и там произошло знаменательное событие, которое при этом, при всей его знаменательности, при всей его революционности, для очень многих и в Европе, и тем более за пределами Европы, осталось незамеченным. Но ведь нам, вот как раз как тоже бывшему осколку социалистического лагеря, тоже было бы, как мне кажется, очень важно пронаблюдать за тем, что и как происходит в Чехии. А там произошло следующее. Там на прошлой неделе впервые после выборов собрался новый состав парламента и новый состав правительства. И этот парламент, который вот уже сейчас работает, парламент Чехии, это первый, внимание, за 76 лет парламент Чехии, ну или Чехословакии, потому что когда-то это было единое государство. Так вот, впервые за 76 лет в этом самом парламенте нет ни одного коммуниста. Вот так вот вышло, что коммунисты не набрали вообще сколько-нибудь существенного процента голосов на последних выборах и выбыли из парламента. Впервые, повторюсь, за 76 лет. Я замечу, что, кстати, в отличие от многих других стран, в отличие от нашей страны, от Украины, в Чехии никогда не было запрета на действия коммунистической партии. Там были какие-то такие, скажем так, полузапреты. Ну, например, на несколько лет под запрет попадало молодежное движение внутри коммунистической партии. Или там коммунистическая партия, вот был запрет коммунистической символики, и вместо там серпа и молота какое-то время коммунистическая партия, по-моему, до сих пор использует в Чехии. Она называется не Коммунистическая партия Чехии, а называется Коммунистическая партия Богемии и Моравии. Это такое старое название, которое, например, использовалось при Габсбургах, при Австро-Венгерской империи для обозначения чешских земель. То есть там такая мешанина дикая у людей в головах. Они, с одной стороны, коммунисты, но с другой стороны используют терминологию, которую раньше использовали, ну вот не просто там империалисты, а чужие империалисты, оккупационные империалисты. Любопытно вот еще что партия проиграла не вдруг. Вот эта вот коммунистическая партия Богемии и Моравии проиграла не сразу, а не то, что вот они, значит, бац и сдулись. Они сдувались постепенно на протяжении последних 30 с лишним лет. Вот самые первые выборы уже после того, как начал рушиться коммунистический блок. Самые первые выборы, на которые были допущены партии неподцензурные. Те самые выборы, которые проходили в условиях уже демократии, они прошли в Чехии в 90-м году. Тогда коммунисты получили второе место и заняли 13 мест из 200 мест, прошу прощения, 33 места из 200 мест в парламенте Чехии. И вот они даже какой-то момент умудрялись получать больше. Самая пиковая история была в 2002 году, когда коммунисты получили 41 место из 200 в парламенте. Но вот с тех пор они все хуже шли. На выборах 2017 года они получили 15 мест, а на выборах 2021 уже получили всего-навсего 0 мест, выбыли оттуда навсегда. Естественно, как это всегда бывает в странах парламентской демократии, та партия, которая не попадает в парламент, не может участвовать в формировании правительства и не имеет никакого влияния на это самое правительство. Поэтому сейчас в Чехии сформировано правительство из либералов, из центристов, из каких-то умеренных социалистов, но там нет ни одного коммуниста. И уже те люди, которые вошли в новое правительство, или те люди, которые имеют к нему отношение, справедливо отмечают, что коммунисты на самом деле, они вот были такие, если честно, такие очень условные коммунисты. Ну, наверное, как были условными коммунистами там верхушка коммунистической партии Украины до разгона в этой самой КПУ. То есть они вроде бы как там и на лацканах пиджаков носили портреты с Лениным, но не прочь были, например, ездить на дорогих Мерседесах. Они вроде бы как там рассказывали о том, что чтут Маркса, но при этом имели какие-нибудь в собственности заводы, предприятия, огромные какие-то, значит, участки недвижимости и так далее. То есть коммунистами они были скорее по названию. И по большому счету
вся вот эта вот на постсоветском пространстве, если даже шире брать, если брать еще включать вот ту самую Чехию, на пространстве вот этого вот рухнувшего, к счастью, социалистического блока, вся вот эта вот коммунистическая или околокоммунистическая движуха была в основном ориентирована на Москву. И под там серпами и молотами, за серпами и молотами, вернее, крылась только там горячая любовь к Путину, к Москве, к каким-то, значит, кремлевским спонсорам. И, судя по всему, вот эта вот партия, коммунистическая партия Богемии и Моравии, которая пролетела сейчас просто как фанера над Парижем мимо чешского парламента, тоже не исключение. По крайней мере, я вот сегодня, когда готовился к программе, специально залез на их сайт посмотреть, что там они и как пишут. Там, конечно, много всяких выступлений, каких-то вообще ни к чему не обязывающих бла-бла-бла. Есть какие-то поздравления, например, апрельское поздравление с днем рождения Ленина, но такой вот значительную часть всего вот этого вот сайта, выдержанного в таких кумачево-красных тонах, вот значительную его часть составляют ссылки, отсылки, цитаты самых разных вот этих вот кремлевских пропагандистских медиа. Они действительно пропагандистские, в них нет реальной информации, в них присутствуют только те факты, которые выгодны Кремлю, только те факты, которые Кремль продвигает, или только те факты, которые Кремль считает удобными для себя, а все остальное либо умалчивается, либо ретушируется, либо перевирается. И вот, собственно говоря, вот эта вот коммунистическая партия Богемия и Моравия занимается распространением, насколько это она может, насколько это в ее силах, вот этих кремлевских нарративах внутри чешского пространства, внутри чешского общества. Победу, вернее, полное поражение, разгромное поражение, хотел сказать, победу демократических сил, но здесь не столько демократические силы победили, сколько сами вот эти вот самые коммунисты проиграли. Мы сейчас подойдем, расскажу, собственно говоря, почему они проиграли, но вот это их поражение и впервые за 76 лет, повторюсь еще раз, отсутствие коммунистов в парламенте уже в Чехии сравнивают с бархатной революцией, с той самой революцией, которая в принципе-то и положила в свое время путь к демократизации, путь к вот такому вот освобождению Чехии и Словакии, тогда еще единого государства Чехословакии, от вот этих вот оков Москвы, от оков этого соцлагеря. Давайте посмотрим сюжет о том, как начиналась бархатная весна, а потом продолжим о нынешней ситуации в чешской политике. Бархатной или нежной революцией называют процесс мирного отстранения от всех рычагов власти коммунистического правительства Чехословакии, стартовавший в ноябре 1989 года. Началась революция с выступлений студентов в Праге, Братиславе и других городах страны. Выступления были приурочены к 50-летней годовщине захвата Пражского университета оккупировавшими страну нацистами. 17 ноября 1939 года немецкие части с боями заняли здание университета Праги в ответ на антинацистские выступления студентов и преподавателей. 9 человек тогда погибло, больше 1000 арестованы и отправлены в концлагеря. После окончания нацистской оккупации этот день отмечался в Чехословакии как день траура по погибшим от рук гитлеровцев молодым чехам и словакам. 17 ноября в стране проходили траурные шествия и собрания студенческих союзов. Однако в 1989 году власти Чехословакии испугались, что молодежь не ограничится траурным шествием в честь погибших в 1939 году студентов и начнет требовать демократизации по образцу уже начавшей избавляться от коммунистического диктата соседней ГДР. Коммунистическая партия пыталась перехватить у студентов инициативу и организовала 17 ноября собственную демонстрацию, но среди многих тысяч ее участников оказалось немало тех, кто выступал против коммунизма. Эти люди развернули транспаранты с призывами к демократическим изменениям и отказу от однопартийной системы. После этого полиции был отдан приказ разогнать манифестацию. Хотя в ходе разгона никто серьезно не пострадал и тем более не был убит, по стране поползли слухи о жестокости полицейских и готовности коммунистов проливать кровь собственного народа. Власть пыталась эти слухи опровергнуть. Представители кабинета министров даже встретились со студенческими
политическими активистами, но повлиять на ситуацию они уже не могли. Вскоре после разгона манифестаций в Чехословакии одно за другим начали появляться неформальные объединения рабочих, студентов, писателей и театральных деятелей, забрасывавших Прагу петициями с требованием провести расследование нападений, наказать виновных и разрешить всем желающим свободно проводить митинги и собрания. Работники театров объявили бессрочную забастовку, завершить которую обещали только после того, как будут наказаны виновные в нападении на студентов. Сцены и залы бастующие актеры передали политическим активистам. Вместо спектаклей в театрах всей Чехословакии шли политические дебаты, участие в которых принимал и лидер антикоммунистической оппозиции Вацлав Гавел. Со сцен театров звучали призывы к массовым акциям неповиновения и организации общенациональной забастовки. Лишенные поддержки со стороны начавшего процесс демократизации руководства СССР, правительство Чехословакии вынуждено было разрешить митинги и демонстрации, пообещав, что никто из их организаторов и участников не будет подвергаться преследованиям. На сторону протестующих начали переходить лидеры коммунистических организаций, предприятий и регионов страны. Армия и дружинники были приведены в боевую готовность, но приказ о применении силы против демонстрантов власть уже не решилась отдать. В 20-х числах ноября в отставку ушел весь состав Президиума Коммунистической партии Чехословакии, высший орган власти страны. На смену старым коммунистам пришли представители молодого поколения с, как считалось, более демократичными взглядами, но это не помогло. Демонстрации не прекращались, число их участников все росло, о переходе в оппозицию коммунистам заявляло все больше их недавних союзников. К концу ноября о присоединении к требованиям протестующих заявила даже редколлегия «Правды», главной газеты Коммунистической партии Словакии. Правительство еще пыталось цепляться за власть, отменив цензуру в медиа, но оно уже разваливалось изнутри. Так, 27 ноября Министерство культуры распространило откровенно антикоммунистическое заявление с требованием разрешить свободную поставку в библиотеки книг с критикой социализма. В тот же день сотрудники не только этого, но и многих других министерств присоединились к двухчасовой общенациональной забастовке. Всего в ней приняли участие 2/3 граждан страны. Вскоре после этого парламент убрал из Конституции страны статью, утверждающую ведущую роль коммунистической партии в управлении Чехословакией. В начале декабря в Праге был сформирован первый за 41 год кабинет министров, в котором у коммунистов уже не было решающего голоса. 29 декабря парламент единогласно избрал писателя и бывшего диссидента Вацлава Гавела первым президентом посткоммунистической Югославии. В 1993 году государство мирно разделилось на независимые Чехию и Словакию. Каждая из этих стран ведет отсчет своей новейшей истории именно с ноябрьской революции 1989 года. В чешских книгах эта революция называется «бархатной», в словацких – «нежной». Кстати, обратите внимание, как раз вот главные события, или вернее одни из главных событий этой революции, они тоже происходили в середине ноября. То есть, по большому счету, такая преемственность продолжается. Вот бархатная революция, вот сейчас окончательное изгнание, причем абсолютно мирное изгнание коммунистов из парламента. Так вот, почему же коммунисты проиграли? Что же привело к тому, что партия, которая сначала была правящей, а потом годами присутствовала в парламенте, еще очень часто получала, скажем так, второе место, то есть на большинстве выборов уже посткоммунистической, постсоциалистической Чехии коммунисты получали огромное количество голосов и обычно финишировали вторыми. Но при этом они все время были в оппозиции. Один единственный раз, когда коммунисты решили войти в правящую коалицию и вот перестать изображать из себя вот ту самую Бабу-Ягу, которая все время против, это были выборы как раз 2017 года, прошлые выборы, на которых победила партия, которая называлась «Акция недовольных граждан». И, собственно говоря, это та самая партия, глава которой Андрей Бабиш был премьер-министром. И вот
коммунисты с этими самыми популистами вошли в коалицию и вместе формировали правительство, вместе были вот единой силой представлены в парламенте. Но избирателям коммунистов страшно не понравилось то, что те люди, которые вроде бы как все время рассказывали о том, как хорошо было при социализме, те люди, которые обещали вернуть все, значит, социалистические, значит, завоевания и так далее, какими бы мифическими они не были. Те люди, которые там от случая к случаю, но тем не менее постоянно костерили Евросоюз и рассказывали о том, что все в Европе сделано не так, что это буржуи управляют, что рабочему человеку плохо в этом Евросоюзе. Так вот, эти самые коммунисты взяли и вступили в блок, вместе создали коалицию с партии, с вот этой самой акцией недовольных граждан, которая позиционирует себя как такие центристы, которые рассказывают о том, что, значит, мы за Евросоюз, которые рассказывают о том, что мы дальше будем работать над там, усилением роли Чехии в Евросоюзе, будем идти на сращивание институций чешских с институциями общеевропейскими. И, собственно говоря, вот это вот желание перестать быть вечной оппозицией и хоть какое-то время поучаствовать в управление страной, в конце концов аукнулось и Бабишу, потому что он проиграл и перестал быть премьером, и его партия потеряла лидирующие позиции в парламенте, и коммунистам. То есть вроде бы как такие сошлись, значит, лед и пламень, и какое-то время дружили, и какое-то время у них, значит, все получалось, а потом избирателю надоело, он решил, что ему не интересно не вот эти вот центристские популисты Бабиша, не левые популисты коммунистов, и отбросил и тех, и других, и проголосовал за новые партии. Ну, кстати, вот этот Бабиш, который здесь рассказывает, вот здесь вот на этом видео, он рассказывает о том, что да, он признает поражение и готов будет оставить пост премьер-министра и передать управление страной уже новому кабинету, который вот был совсем недавно сформирован. Видите, он такой грустный, печальный, люди вокруг него тоже, некоторые улыбаются, но так это делают скорее так, с натяжкой, потому что здесь они, в принципе-то, уже поняли, что проиграли, и они проиграли, их, повторюсь еще раз, коммунистические напарники, коммунистические партнеры тоже проиграли. А вот кто выиграл, но уже не в Чехии, а совсем в другой части света, так это Даниэль Ортега. Вот, конечно, человек непотопляемый. Я просто уверен, что большая часть наших зрителей из поколения 35-40, может быть, плюс, прекрасно помнит еще из советских новостей, из советских там телепередачи, из радиоточки, вот эти вот постоянные разговоры там о сандинистской революции, об Иран-Контрас, и там все время проскакивала история про человека, которого звали Даниэль Ортега. Он был таким ярым коммунистом, ярым большевиком, которого поддерживал Советский Союз и который помог ему организовать вот эту вот самую сандинистскую революцию, по итогам которой, значит, Даниэль Ортега пришел к власти тогда еще в 80-е годы. Без советской поддержки вся вот эта вот весь его приход к власти, который, кстати, после которого и перед которым он обещал какие-то безумные социальные реформы, обещал там какие-то невероятную поддержку всем, кому только можно, рассчитывая, вероятно, на то, что деньги на все это придут. Вот, кстати, Даниэль Ортега, я вот про него буду рассказывать, а вы пока полюбуйтесь, если так можно выразиться. Значит, рассказывал о том, как он всех поддержит, но, видимо, рассчитывая на то, что поддерживать будет за счет советских денег. Советский Союз тогда разваливался, это были времена перестройки, причем уже так самый закат перестройки, и не было денег, не было возможности поддерживать кого бы то ни было, а уж там какого-то в маленькой центральноамериканской стране какого-то Ортегу так и подавно. В итоге он поправил несколько лет и благополучно ушел, но вовсе не на свалку история, и вернулся. Какое-то время назад он вернулся, и вот сейчас вернулся, причем был избран вполне себе уже в 2000-е годы, вполне себе официально он был избран на президентский пост на фоне экономического кризиса и вообще сложной ситуации в самой Никарагуа. Люди, многие за него охотно проголосовали. И одним из самых первых дел, которые он успел сделать во время первого своего президентского срока, он изменил, переписал Конституцию, выборное законодательство и кучу разных других законов и регулирующих актов для того, чтобы обеспечить себе все новые и новые победы. И вот на прошлой неделе
в его день рождения, 11 ноября, Даниэлю Ортегу исполнилось 76 лет. И на прошлой неделе, как раз за пару дней до его дня рождения, были выборы, прошли в Никарагуа. И вот по итогам этих выборов он объявил себя очередным победителем. И так совпало, можно, наверное, сказать, или может кому-то показаться, что так совпало, что на 76-летие Даниэля Ортеги за него проголосовало 76% жителей Никарагуа. Но есть очень большие сомнения в правильности этих цифр. По той простой причине, что, во-первых, он попал на 4-й срок, лично переписав под себя Конституцию. Он попал на 4-й срок, взяв под свой контроль вообще все мыслимые и немыслимые медиа. Он попал на 4-й президентский срок подряд после того, как вообще всех более-менее заметных оппозиционных политиков, тех людей, которые либо заявили о своей готовности выставить свои кандидатуры на президентские выборы, либо раздумывали об этом, либо имели какие-то шансы на этих президентских выборах. Вот всех этих людей Даниэль Ортега очень заранее отправил в тюрьму. Всем им придумал безумное обвинение, кого-то обвинил в шпионаже, кого-то обвинил в покушении на демократию. Выдумал самые разные обвинения для того, чтобы людей распихать по тюрьмам и беспрепятственно продолжить править в Никарагуа уже какой-то там безумный год подряд. Вот что интересно. Как я уже сказал, да, оппозиция не признала итогов этих выборов. Вообще, огромное количество стран, начиная с Соединенных Штатов, не признало итоги этих выборов. А вот тут на днях, буквально, если мне память не изменяет, в пятницу, было заявление от Организации американских государств. Это организация, которая объединяет, как понятно из названия, государства в Северной и в Южной Америке, и, соответственно, в Центральной тоже. Так вот, эта организация, кстати, очень-очень влиятельная на западном полушарии, призвала, в принципе, игнорировать итоги этих выборов и сказала, что, слушайте, это какой-то фарс. Уже там, кстати, по-моему, Джо Байден назвал выборы пародией. Самые разные уже были эпитеты, которые касались этих самых выборов в Никарагуа, а местные организации, которые занимаются изучением общественного мнения, говорят о том, что явка на эти выборы с заранее предрешенным результатом, на выборы, на которые не было допущено ни одного реального оппонента этого самого Даниэля Ортеги. Так вот, явка была рекордно низкая. По некоторым подсчетам, 80% населения Никарагуа просто бойкотировали эти выборы. Просто не пошли, сказали, что нам там делать, и так все понятно, и так все предрешено. Интересно, что рядом, вы, наверное, обратили внимание, рядом с Даниэлем Ортега все время находится женщина, которая тоже принимает поздравления, размахивает руками. Вот она пританцовывает что-то там, какими-то, она еще там с какими-то речами выступает. Это Розарио Мурилья. Она жена, собственно говоря, Даниэля Ортеги. И плюс ко всему, она еще и вице-президент. У них такие семейный подряд. Они и живут вместе, и правят вместе. Наверное, вместе сажают за решетку оппозиционеров. Любопытно что отметить, что, уже прозвучали призывы от оппозиционеров и от представителей самых разных организаций правозащитных, ввести, усилить санкции в отношении Даниэля Ортеги, в отношении Никарагуа и вообще каким-то образом максимально жестко начать обращаться с этим человеком и с его режимом. Но американцы не торопятся с таким решением. Вот почему. Дело в том, что за последние 3 года только в Пуэрто-Рико, а это самоуправляемая страна, самоуправляемая, территория, которая находится под управлением США, и все граждане Пуэрто-Рико параллельно являются еще и гражданами США, так только в этой Пуэрто-Рико, только это ближайшая территория Соединенных Штатов к Никарагуа, только там за последние 3 года 80 тысяч никарагуанцев подали прошение о политическом убежище. 80 тысяч. Насколько велика эта цифра? Просто, чтобы было понятно. Население всего Никарагуа сейчас оценивается примерно меньше, чем в 6,5 миллионов человек. И только
за последние 3 года 80 тысяч человек только в Пуэрто-Рико попросили об убежище, о политическом предоставлении политического убежища. Понятно, что если еще сильнее затянуть гайки, понятно, что если там вообще взять, что называется, в полную экономическую блокаду Никарагуа из-за вот этих вот странных игр Даниэля Ортега в Александра Лукашенко, ситуация ситуация будет настолько сложная, и все это может привести к тому, что там, не знаю, половина Никарагуа сбежит, будет искать спасения в Соединенных Штатах Америки или в других странах. И это, конечно, будет дестабилизировать вообще всю ситуацию в целом в регионе, не только в Соединенных Штатах, но и в других странах. Мы это можем наблюдать на примере, например, Венесуэлы, прошу прощения за тавтологию, где вот это вот безумное правление Николаса Мадуро уже привело к тому, что там миллионы беженцев, и эти беженцы серьезно дестабилизируют ситуацию в соседних странах, например, в Бразилии, куда отправились сотни тысяч человек, при том, что в Венесуэле и в Бразилии разные языки. Эти люди, которые пришли в Бразилию, часто не понимают, не знают португальского, не умеют и, соответственно, не могут как-то устроиться. И многие в Бразилии ропщут и говорят о том, что мы не должны им помогать, у нас у самих проблемы, у нас у самих коронавирус, у нас у самих там постоянный кризис с властью. То есть еще одной Венесуэлы, наверное, не стоит допускать. Именно поэтому американское правительство и правительство других стран региона пока не спешат с введением новых санкций, но и, конечно, признавать Даниэля Ортега и его жену Росарио Мурильо новыми, вернее, обновленными главами государства тоже никто не спешит. Поэтому наблюдаем за развитием событий, будем следить за тем, как будут происходить они в Никарагуа. Пока переносимся снова мы в Ирак. В Ираке я не успел в прошлый раз рассказать, там достаточно интересно произошло событие. Интересно, оно произошло достаточно кровавое событие, но сама по себе кровавость, она не должна оттенять политических последствий этого события. Было произведено покушение на главу правительства Ирака, причем это покушение было произведено с помощью дрона. Этот дрон со взрывчаткой подлетел к резиденции премьер-министра, детонировал, разрушил автомобиль, по-моему, убил одного или даже нескольких охранников. Вот вы видите сейчас последствия этого покушения на видео. Вот этот вот бронированный автомобиль, в котором передвигался премьер-министр, которого зовут Мустафа Аль-Кадеми. И вот так вот выглядит его теперь резиденция. Вот она взорванная, пострадавшая, но сам он цел. Естественно, это тут же привело к появлению новых патрулей, к усилению в Багдаде и в его окрестностях мер безопасности. Любопытно вот что. Вот еще он не успел в себя прийти после покушения, премьер, как он тут же поспешил заявить о том, что он знает, что за этим покушением стоят проиранские группы, проиранские боевики, проиранские политические партии. Почему такое произошло? Почему он с готовностью обвиняет проиранские группировки? В принципе, скорее всего, он прав. Понятно, что до суда нельзя об этом говорить, до тех пор, пока суд не установит виновных и не скажет, да, это именно они. Скорее всего, мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что это были они. Но в октябре в Ираке прошли выборы, которые, фактически с треском проиграли проиранские группы. А там очень много завязано в Ираке на Иран. Почему? Потому что большая часть населения Ирака – это шииты. В Иране расположены, собственно говоря, главные шиитские святыни. Иран является страной, в которой шиизм является государственной религией. И вот большая часть, как считалось и как ожидалось, большая часть иракских шиитов ориентированы на шиитов Ирана. Но внезапно по итогам октябрьских выборов победили шиитские группы, но шиитские ориентированные партии, ориентированные скорее на каких-то местных политиков, на местных богословов, на местные интересы и на местного избирателя, а вовсе не на Иран, который пускай и религиозно близкий этим людям, но вообще другая страна с другими устоями, с другим языком и с другими
вообще представлениями о политике. Что самое интересное, Иран, признавая, значит, что сейчас его интересы сильно ущемлены в Ираке, а, например, те партии, которые не прошли вот, или получили меньше мест, чем мы ожидали, проиранские партии, они заявили, что выборы сфальсифицированы, что выборы прошли совсем не так честно и открыто, как должны были быть, что, значит, вмешались еще какие-то третьи силы, какие-то враги Иранской республики, исламской революции, которые не дали людям проголосовать так, как они хотели. Из-за этого там даже были столкновения, из-за этого были волнения, как раз-таки, которые разгонялись вот этими проиранскими группами. Но сейчас Иран говорит, и, судя по всему, он здесь тоже не лукавит, Тегеран не лукавит, когда говорит, да мы не имеем никакого отношения к этому покушению. Да, возможно, те люди, которые его организовывали, они ориентируются на нас в своей политике, но мы не отдавали никакого приказа, мы вообще, это не наши методы взять, начинать уничтожать кого-то из высокопоставленных деятелей. В принципе-то, по большому счету, во многом дружественной страны, несмотря на все противоречия, которые были прежде в истории взаимоотношений между Ираком и Ираном. Одна там война ирано-иракская в 80-х годах чего стоит, сколько жизней она унесла, и до сих пор аукается очень-очень многим. Но, тем не менее, Тегеран говорит, это точно были не мы, мы вообще поменяли свой подход к ведению политики, мы таким не занимаемся, но вот факт остается фактом. Если это действительно были проиранские группы, если это действительно были те люди, которые ориентированы в своей работе, в своей деятельности на Иран, в своей идеологии на Иран, то это выглядит как жест отчаяния. То вот то, что они попытались произвести покушение, причем такое сложное, высокотехнологичное покушение на иранского премьера, свидетельствует о том, что Иран сильно сдает позиции, и вот доходит до того, что ориентированные на него люди прям таки вот доходят до таких жестов отчаяния. Кстати, нужно, наверное, заметить, что в истории Ирана это, в принципе, одна из самых древних цивилизаций, одна из самых древних ныне существующих стран на планете. Вот вся история Ирана — это такая история взлетов и падений. То Иран на кого-то распространял свое влияние, то сам попадал под чье-то влияние, то вдруг учился оказывать влияние на тех, под чью пяту он попал, то избавлялся от этой пяты и снова, значит, становился какой-то ведущей региональной державой. То есть вся история Ирана — это такая вот история взлетов и падений. Кстати, давайте посмотрим сюжет об истории Ирана, а потом пойдем дальше. Территория Ирана была родиной для одних из самых древних цивилизаций в истории человечества. Поселения и города эламитов, ассирийцев, медийцев находились на тех землях, где сейчас расположена Исламская республика Иран. Предки современных жителей Ирана пришли из Центральной Азии во втором тысячелетии до нашей эры и уже через несколько столетий смогли создать сразу два развитых царства – Медийское и Персидское. С захвата персами Мидии началось строительство Первой Персидской империи или державы Ахеменидов, как она называлась в честь основателя царской династии вождя Ахема. Самым известным представителем этой династии был Кир II, правитель, который подчинил персам почти весь Ближний Восток, Южный Кавказ, Малую Азию, Египет, часть Балкан и обширные области современных Пакистана и Афганистана. Кир II упомянут в Ветхом Завете как избранник Божий, помазанник. Этот титул царь заслужил за то, что освободил иудеев из вавилонского плена, уничтожив Вавилонское царство, и приказал восстановить Иерусалимский храм, главную иудейскую святыню. Получивший титул «Великий», Кир до сих пор почитается как основатель иранской государственности, а к его мавзолею в древнем городе Пасаргады и сейчас, спустя 2500 лет после смерти правителя, приходят иранцы, чтобы почтить память царя. После смерти Кира, погибшего, скорее всего, в одном из завоевательных походов в Индию, его преемники занимались расширением границ Персидской империи, пока не столкнулись с неожиданно сильным и талантливым противником. В IV веке до нашей эры на территорию империи внезапно вторглась армия греческого правителя Александра Македонского. Александр разбил куда более многочисленные силы Персии и включил территорию этой страны в состав своей империи. Место ахеменидов во главе Персии заняли селевкиды, потомки одного из военачальников Александра, империя которого распалась вскоре после гибели царя.
Селевкидов, в свою очередь, сменили правители одной из областей – Парфии, которые завоевали Иран и при которых он стал называться Парфянским царством. Именно парфянские правители первыми начали называть себя царями царей – шахиншахами, и первыми же утвердили государственную религию – зороастризм. Зороастрийское духовенство оставалось одним из самых влиятельных и богатых слоев иранского общества до начала арабских завоеваний на Ближнем Востоке. Арабы, подчинив себе Иран, поставили во главе страны наместников мусульман. Зороастрийские жрецы лишились власти и политического влияния, что привело к их массовому переходу в ислам. И хотя зороастрийцы живут в Иране до сих пор, уже к X веку нашей эры Иран был преимущественно мусульманской страной. Правда, страной не независимой, а включенной в состав могущественной Арабской империи. Вновь стать независимыми иранцы смогли только после всерьез подорвавшего силы арабов монгольского нашествия. Воссоздали независимый Иран сефевиды, представители знатной династии до сих пор неизвестного происхождения. Разные исследователи считают их тюрками, курдами или арабами. Именно сефевиды обратили Иран к шиизму. Причем, скорее всего, это был скорее военно-политический ход, чем искреннее религиозное побуждение. Одним из главных военных противников новой династии были набиравшие силу сунниты-османы. И очень многие из подданных сефевидов не могли понять, почему они должны воевать против единоверцев. Тогда-то, как считают многие историки, правители и возвели не отличавшуюся в то время большим числом приверженцев шиитскую ветвь ислама в ранг государственной религии. С тех пор шиизм оставался стержнем иранской государственности и национального самосознания. Любая попытка покуситься на него приводила к трагедиям. Иран и сейчас является подчеркнуто шиитской страной, во главе которой находится богослов Аятолла, который, как считается, обладает особой связью с небесами. Причем в одной из статей Конституции государства отдельно оговаривается, что это правление временное. Постоянным же правителем должен стать сокрытый имам, предводитель, который, согласно религиозным текстам шиитов, был несколько веков назад введен в непознаваемое человеком невидимое состояние, из которого в любой момент может вернуться. Кстати, значительную часть своей истории Иран назывался Персией. Современное же название было утверждено в качестве официального лишь в 30-е годы прошлого века. Произошло это, вероятнее всего, под давлением нацистской Германии, кинувшейся налаживать отношения с теми, кого тогдашние немецкие власти считали народами арийских кровей. Иранский и арийский – это по большому счету разные прочтения одного и того же слова, обозначающего жителя конкретной географической области на стыке Центральной Азии и Ближнего Востока. К немецким нацистам это определение не подходит и вовсе. Сейчас переносимся в Европу, в Сербию. Отправляемся в Белграде уже несколько дней. В общем-то, неспокойная история происходит. Почему они происходят? В Белграде на прошлой неделе или около 2 недель назад вдруг на стене одного из домов оказался нарисован портрет Радка Млатича, генерала, осужденного на пожизненное заключение за геноцид боснийских мусульман во время боснийской войны. Его приговор вот этим летом был в очередной раз утвержден Гаагским трибуналом. То есть человек, которого мир считает военным преступником, человек, которого мир считает, по большому счету, настоящим маньяком, который отдавал приказ об убийстве безоружных людей, человек, который командовал, например, силами, которые обстреливали Сараево во время блокады Сараева, где умирали мирные безоружные люди. Так вот, его вдруг портрет появился на доме на одной из белградских улиц. Вот сейчас вы видели как раз этот портрет, который оттирают какие-то молодчики. Почему его оттирают? Что произошло? Дело в том, что жители дома, которым не очень понравилось, что у них нарисован, фактически военный преступник, человек, который совершал преступление против человечности, еще и с какой-то восхваляющей его надписью, там написано «Спасибо, генерал» и что-то еще. Так вот, жители дома попытались, нанять какую-то из компаний, которые занимаются уборкой, клининговая компания это называется, для того, чтобы они смыли этот портрет. Но
как рассказала журналистам жительница этого дома, 5 компаний из тех, которые работают в этом районе, в принципе отказались участвовать в этом самом процессе. Сказали: нет, мы боимся, мы рискуем, что на нас нападут какие-нибудь правые, что нас будут бить националисты. Мы типа не будем стирать Радка Младича, живите как хотите. В итоге нашлись какие-то люди, которые забросали этот портрет сначала яйцами, а потом 2 женщины бросили в него пакеты с краской. И вот то, что вы видите сейчас на экране, это вот как раз любители геноцида, любители военных преступлений, сторонники тех людей, которые совершали военные преступления в Европе. Вот прямо сейчас это съемки несколько дней всего. Очищают портрет Радка Младича, делают его вновь, значит, доступным для широкого обозрения. И любопытно вот еще что. 9 ноября в мире отмечается День против фашизма и антисемитизма. И одна из правозащитных групп, значит, в Сербии, в Белграде, подала заявку в Министерство внутренних дел, заявку на проведение акции антифашистской акции в центре, вот как раз на этой самой улице, и в ходе этой акции, как было заявлено, портрет военного преступника должен быть закрашен. И Министерство внутренних дел отказало этим ребятам, сказала, что мы, значит, не дадим вам разрешения, и там, значит, в мотивировочной части этого отказа говорилось, что мы опасаемся, что это приведет к столкновениям, что приведет к росту напряженности внутри сербского общества, что это там приведет к каким-то дракам в Белграде. Мы поэтому, собственно говоря, вам не разрешаем проводить эту акцию. Сейчас правозащитники подали на Министерство внутренних дел в суд. Они считают, что их права были ограничены, нарушены их права на проведение этих самых акций. Но они параллельно провели все-таки другую акцию, не на той улице, но тоже в Белграде провели акцию, в ходе которой они несли растяжку, на которой было написано. Сербы несли растяжку, правозащитники, простые люди несли растяжку, на которой было написано: «Мы никогда не забудем геноцид в Сребренице». Чем закончилась эта акция? Закончилась тем, что вот эти вот самые персонажи, которые очищают портрет военного преступника, эту растяжку с надписью, этот транспарант забрали и прилюдно сожгли в одном из белградских парков, и тоже все это зафиксировали на видео. Вот, вы видите, вот на этом видео они сжигают транспарант, на котором говорится о том, что, собственно говоря, нельзя забывать геноцид. А это, на самом деле, геноцид в Сребренице в середине 90-х годов. Это один из самых вообще жесточайших актов в истории человечества, в современной истории человечества. Я просто напомню, что тогда было убито 8 тысяч невинных, безоружных мальчиков и мужчин, мусульман из Боснии. Они были убиты только потому, что они были боснийцами. Никаких других поводов, никаких других оснований лишать 8 тысяч человек жизни не было. Их единственной виной перед отрядами вот этого самого Радка Младича было только то, что они были боснийцами. И за это они поплатились жизнями, и за это Радко Младич и целый ряд других людей сейчас отбывают тюремное наказание, сейчас находятся либо как Радко Младич, уже все процедуры судебные прошли, и расследовательные процедуры прошли, и уже находятся в тюремной камере, или вот сейчас, как некоторые еще, находятся под следствием. В принципе, конечно, знаете, вот когда говоришь с людьми из бывшей Югославии, когда разговариваешь с ними о том, что происходило, как вообще в принципе, особенно с теми людьми, которые, например, как журналисты работали на этих самых Балканских войнах, они почти всегда начинают рассказ с того, что, ну вот давайте начнем с того, что да, вот все стороны, все участники тех войн совершали преступления. Здесь вот мимо этого никак не пройти, все совершали преступления. Но вот таких зверских преступлений, как совершал Радко Младич, за всю, наверное, историю этих самых югославских войн, последовавших за распадом Югославии, наверное, да нет, совершенно точно не совершал никто. Хотя, повторюсь, войны были совершенно безумные, вот невероятно кровавые, ничего похожего по накалу страстей, по количеству погибших со времен Второй мировой войны Европа не видела. Давайте посмотрим, кстати, сюжет о распаде Югославии и о тех войнах, которые этот распад спровоцировал.
Югославия как независимое государство появилась в 1918 году, вскоре после окончания Первой мировой войны. Поначалу существовавшая как монархия, оно объединило несколько регионов Юго-Восточной Европы, большинство из которых прежде входили в состав Австро-Венгерской и Османской империй. Лидирующая роль в новом государственном образовании отводилась Сербии. Это подчеркивалось в первом названии страны – Королевство сербов, хорватов и словенцев. Кроме того, управляла королевством именно сербская монаршая династия Карагеоргиевичей. В 1941 году после нацистской оккупации монархия пала, а после поражения Германии во Второй мировой Югославия вновь стала независимой страной. К власти в ней пришли коммунисты, а ее официальное название сменилось на Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Формально все входившие в состав Федерации Республики были равны в своих правах. Однако именно Сербия оставалась главной частью страны. Именно там располагались все центральные органы власти, редакции главных медиа, основные культурные и спортивные организации. Сербы являлись и крупнейшей этнической группой Югославии. Около 40% граждан страны относили себя именно к сербам. Второй крупнейшей этнической группой были хорваты, которых было примерно вдвое меньше, чем сербов. К 1991 году волна демократических преобразований, прокатившаяся по Восточной Европе, добралась до Югославии. Национальные элиты, входивших в состав Федерации Республик, одна за другой начали объявлять о независимости. Первыми это сделали словенцы, заявившие о выходе из состава Югославии в июне 1991 года. Центральное югославское правительство пыталось помешать Словении покинуть Федерацию и отправило в республику армию. Однако военная операция оказалась неудачной. Сербию от Словении отделяла территория Хорватии, жители которой сочувствовали словенцам и тоже заявили о разрыве с Югославией. После объявления о начале боевых действий внутри страны из югославской армии начали массово дезертировать хорваты, словенцы, боснийцы и представители других национальных меньшинств. Это заметно ослабило потенциал вооруженных сил в войне против стремившейся к независимости Словении. На руку словенцам сыграло и то, что в их республике практически не нашлось этнических сербов, готовых вступить в ополчение и воевать за сохранение единой Югославии. После 10 дней боев, в основном партизанских, в ходе которых словенские силы самообороны устраивали засады на югославские военные колонны и захватывали армейские базы, правительство Югославии приняло решение о выводе из Словении своих сил. Примерно в одно время со Словенией фактическую независимость обрела еще одна республика. О выходе из Югославии заявила Македония. Ее прощание с умирающей федерацией вышло и вовсе мирным, но не потому, что Сербия не хотела бы удержать македонцев, а потому что ее армия уже завязла в тяжелых боях в Хорватии. На стороне прибывших из Сербии частей югославской армии против независимости Хорватии воевали и многотысячные хорватские сербы. Похожая ситуация сложилась и в еще одной республике – Боснии и Герцеговине. И, например, знаменитый мост в городе Мостар был уничтожен именно хорватской артиллерией. К счастью, сейчас он восстановлен в первоначальном виде. В ходе боевых действий все стороны совершали военные преступления, самым известным из которых стало убийство 8000 мужчин и мальчиков-мусульман боснийскими сербами в Сребренице. Это преступление международные судебные инстанции признают актом геноцида. Хорватские и боснийские войны закончились в 1995 году, но исход их был разным. Хорваты в ходе молниеносной операции «Буря» ликвидировали самопровозглашенные сербские квазигосударственные образования на своей территории, тогда как боснийцы согласились на легализацию такого образования на своей территории. Более того, представитель этого образования, оно называется Республика Сербская, входит в состав Президиума Большой Боснии и имеет право влиять на решения государственной важности. С течением времени Сербия признала потерю контроля над бывшими югославскими республиками и в 2006 году
после референдума предоставила независимость Черногории. Таким образом, сейчас на территории бывшей Югославии существует 6 признанных мировым сообществом государств: Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Македония, Черногория и Сербия. И одно частично признанное в 2008 году о своем выходе из состава Сербии объявило населенное преимущественно албанцами Косово. Произошло это через 10 лет после начала последней Югославской войны, в ходе которой Сербия стремилась вернуть контроль над мятежным регионом. В тот конфликт вмешалась НАТО, сербы вынуждены были отвести свои войска и согласиться на передачу края в управление международной администрации. Предполагалось, что дальнейшая судьба Косово будет решена в ходе переговоров, однако местный парламент в одностороннем порядке объявил о независимости края, которую к сегодняшнему дню признала примерно половина стран. Среди тех, кто не признает независимость Косово и все еще считает край частью Сербии, Греция, Казахстан, Испания и Украина. Слушай, а мы переносимся уже ближе к концу программы «Дело», переносимся к нашим ближайшим соседям в Беларусь. Там продолжается то, что в Беларуси называют, или в России еще тоже называют, миграционным кризисом, но на самом деле это никакой не миграционный кризис, потому что это абсолютно рукотворная история. История, в ходе которой Лукашенко с Путиным с помощью своей агентуры на Ближнем Востоке и в Центральной Азии завозят большое количество людей в Беларусь и потом отправляют их туда поближе к границам с Евросоюзом, в первую очередь к польской границе, отчасти еще к литовской границе, и не дают им вернуться назад. Для чего это делается? Во-первых, это действительно очень сильно отвлекает силы военные, полицейские, силы безопасности стран Евросоюза на вот эту вот самую границу. Все наблюдают, и политики, и генералы наблюдают за тем, что происходит там. В итоге у Путина оказываются во многом, отчасти, вернее, развязаны руки на других направлениях, и не просто так он копит сейчас какую-то очередную группировку на границах с Украиной. Это все очень действительно чревато. Более того, это все, мы все теперь, что называется, на одной шахматной доске, и вот у Путина на этой шахматной доске есть какие-то пешки, которые пихают несчастных мигрантов к границам Евросоюза, есть какие-то пешки, которые мутят воду на Балканах, в Боснии и Герцеговине, есть какие-то его пешки, которые в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе тоже, вероятно, возможно, готовят какую-то новую агрессию или, по крайней мере, провокации. Все это нужно, на все эти истории нужно смотреть в комплексе. Они не оторваны одна от другой, они все взаимосвязаны. Кроме того, ведь очень важно сейчас, что Лукашенко, что Путину, использовать этих людей. Им наплевать на жизнь этих людей, им наплевать на жизни собственных граждан. Что ж они будут там обращать внимание на жизни йеменцев, афганцев, сирийцев и так далее. Но с их помощью они решают несколько там своих, как им кажется, важных проблем. Ну, то есть, с одной стороны, можно шантажировать Евросоюз и говорить: так, мы вот сейчас прекратим эти рейсы, мы прекратим вам гнать все новые и новых людей на границу, чтобы вы не испытывали проблемы с их размещением, с их приемом и так далее. Но мы в обмен хотим там снятия санкций, или мы там в обмен хотим возобновления переговоров, там, возобновления там транзита, допуск наших авиакомпаний к полетам в Европу и так далее. То есть там масса есть историй, которые может в этом шантаже, цели, которые с помощью этого шантажа может преследовать Минск и Москва. Кроме шантажа, это же еще отлично с их точки зрения, с вот такой вот людоедской, бесчеловечной точки зрения, пропагандистская история. Почему я говорю пропагандистская? Потому что если вот сейчас Европа не дрогнет и не пустит этих мигрантов на свою территорию, если Европа усилит максимально все эти свои границы, выстроит там заслоны, живые, неживые, но вот не пустят никого, или там большую часть из этих людей не пустит на свою территорию, оставит их где-то там вот в этой серой зоне между белорусской границей и уже своей границей, то тогда
Лукашенко и Путин могут рассказывать, и, скорее всего, уже рассказывают об этом. Я просто не слежу, за психику свою переживаю, не хочу смотреть, как они в очередной раз что-то там врут и извиваются. Так вот, они, скорее всего, уже рассказывают о том, что вот, смотрите, какие проклятые, значит, европейцы. На словах декларируют, что, значит, нет более высокой и важной ценности, чем человеческая жизнь и достоинство, а сами несчастных людей вон заставляют мерзнуть, умирать где-то там в болотах, где-то в какой-то этой лесополосе, буквально умирать. Есть уже погибшие, причем есть погибшие, как вот эти люди, которые пытаются выбраться из Беларуси на территорию Евросоюза, так есть, например, еще и погибший, по крайней мере, один польский пограничник, пока там не выяснены обстоятельства, но тем не менее, парень погиб, уже это известно. Вот в ситуации, если Польша и Литва не пускают этих людей, включается вот такая пропагандистская картинка. В ситуации, если все-таки удастся кому-то пройти или большей части пройти, включится совсем другая пропагандистская картинка. Будут уже рассказывать, смотрите, слабаки какие. Вот вы посмотрите, какие они там. Согнали войска, договорились с НАТО о поддержке. Немцы там какую-то часть войск перебросили в Польшу. Британцы там что-то заявляли о готовности помогать. Вообще какие-то пошли там, значит, какой-то раунд переговоров новый состоялся внутри всех этих структур, что НАТО, что Евросоюза. И ничего не вышло. В итоге они вынуждены были спасовать перед бедными людьми, голодными, замерзшими, без оружия, у которых только бревна были. И вот эти вот все десятки тысяч хваленных натовских солдат взяли и пропустили этих несчастных людей, свезенных со всего света, оборванных, голодных, кое-как, значит, одетых, кое-чем перебивающихся на этих самых границах. То есть в любом случае, те, кто врет, те, кому наплевать на человеческие жизни, вот в этой вот гибридной войне всегда имеют преимущество. Почему? Потому что вот, европейцам, действительно, европейцы оказались в странной, страшной ситуации. Вот как поступать? Нет простого ответа. Пропускать всех? Значит, Лукашенко будет завозить все новых и новых людей. Значит, будет все больше и больше расти напряжение в Евросоюзе с вопросом, подождите, а почему мы в кризисные времена, во все еще продолжающуюся пандемию помогаем не своим гражданам, не их выручаем, а вот привечаем беженцев и помогаем им. С другой стороны, будут находиться люди, которые будут критиковать правительство за то, что те действительно там, не соблюдают какие-то взятые на себя обязательства, например, по защите действительно прав человека. Уже сейчас и в Польше, и в Германии требуют открыть границы и впустить этих людей. То есть Лукашенко с Путиным на пару максимально раскачивают ситуацию, да еще и, повторюсь, отвлекают внимание и политиков, и генералов, и правительства, и общественных каких-то организаций, вот приковывает его к одной точке, к вот этой вот точке к граничной. И очень важно сейчас не теряться, очень важно сейчас не поддаваться на вот эти вот путинско-лукашенковские игрища и не отвлекаться от других, не терять из внимания, не упускать из внимания другие важные точки. Повторюсь, это и Балканы. Там действительно Россия может натворить много всего, тем более я уже об этом рассказывал, и вот, скорее всего, в одной из следующих программ к этому тоже вернусь. Там российский клиент Милорад Додик в Республике Сербской, а мы только что видели в сюжете про Югославию о том, что такое Республика Сербская и кто там ей управляет. Так вот, этот Милорад Додик, клиент путинский в Республике Сербской, заявил о том, что собирается строить свою армию и проводит уже какие-то учения с помощью тех сил безопасности, которые уже есть у него в распоряжении. То есть там есть уже потенциальная горячая точка. Никто, в общем-то, не утверждает о том, что в Украине закончилась война. Война продолжается, пока есть российская оккупация, пока стоят вот эти вот твари с триколорами в Крыму и на Донбассе, война не окончена. И опять, значит, какое-то новое количество сил собирается у границы, опять оккупантские какие-то силы концентрируются недалеко от украинских городов. Здесь тоже нельзя упускать этого из виду. Мы тоже должны помнить и должны понимать, что эта опасность никуда не делась, что вот пока есть эти безумные людоедские кровавые два режима, к огромному сожалению, соседствующие с Украиной, мы все еще в небезопасности. Что ж, на этом уже приходит время прощаться. Увидимся через несколько дней в эфире телеканала АТР. Всего хорошего. Счастливо.